Добрый вечер. Ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТВ Татарстан. В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. Хайрли Кищ. Итак, последние 2-3 года стали переломными в каком-то смысле слова для российской частной медицины. Пандемия ковид увеличила востребованность этого сектора здравоохранения, показала, насколько необходимо сегодня играть большую роль негосударственные клиники, лаборатории. Без их деятельности действительно, наверное, и борьба с вирусом длилась бы больше, и потерь, наверное, горьких бы тоже было больше. Пандемия в этот год, наверное, сходит на нет. Мы на это очень надеемся. Но вот как сегодня, после возвращения к обычной жизни, работают частные клиники, как работают клиники в новых экономических условиях, об этом сегодня разговариваем с нашими экспертами, и я с удовольствием их представляю. Арсен Рустемович Халиков, главный врач лечебно-диагностического центра «Эксперт Плюс». Хайрли Кищ. С нами сегодня Айрат Зяудатович Хакимов, руководитель и главный врач сети медицинских клиник «Мадин Клиника». Рада вас видеть. Яна Эдуардовна Герман, главный врач клиники здоровья семьи. Приветствую вас. Ильяс Рафаэлович Нуриев, генеральный директор клиники Нуриевых. Хайрли Кищ. Ленар Ринатович Салахудинов, директор многопрофильных клиник Медел, член Общественного совета Минздрава Республики Татарстан. Здравствуйте. И Дарья Владимировна Байрамова, директор клиники лазерной хирургии «Варикоза нет». Здравствуйте. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Нас прямо сейчас можно смотреть и в группе ТНВ ВКонтакте. Эксперты помимо своей речи могут использовать для выражения своей позиции и кнопки на ваших пультах. Красный категорически не согласен, синий поддерживаю коллегу, белый отношусь нейтрально. Начать предлагаю наше сегодняшнее обсуждение с результатов соцопроса. Всю эту неделю у нашей интернет-аудитории телеканала ТНВ мы задали им просто один вопрос. Как часто вы обращаетесь в частные медклиники? И вот результат этого вопроса такой. Да, часто. Так ответили 45% респондентов. Нет, это дорого, считают 30% опрошенных. И доверяю государственной медицине. Мнение 25% проголосовавших. Телезрители тоже могут включиться в голосование. Вопросы вы видите на экране. Итоги подведем в конце программы. А мне бы хотелось просто задать вопрос нашим экспертам. Вот как вы считаете, 45% респондентов проголосовав, что они приходят в частные клиники, это говорит о росте доверия? Это хороший показатель? Как сегодня вы оценили? Да, пожалуйста. Лет 20 назад, когда только начинали работать частным образом, эта цифра была значительно ниже. То есть 10-15%, но это вот как раз переход от социализма к капитализму. Люди тогда еще переходили от бесплатной, от государственной системы в частную систему, и процентов 10, это от силы, это я с натягом называю, обращались в частные клиники. 45% за 20 лет от 10%, то есть 35% рост, шикарно. Хорошо, спасибо. Я думаю, все-таки здесь уже идет потребительский выбор. Потребитель сам, как покупатель любых услуг, в том числе медицинских, он выбирает, исходя из того, каков уровень сервиса и качество предоставления медицинских услуг. Соответственно, если какой-то категории населения не совсем устраивает бюджетные медицинские услуги, он обращается в коммерческие медицинские услуги. Если есть какие-то срочные плановые операции, то в большей степени в бюджетное учреждение, возможно, обращается потребитель. Это просто индикатор качества медицинских услуг. И возможности выбора в этой ситуации. Да, но, естественно, с каждым годом обращаемость в коммерческие медицинские учреждения, она растет. Хорошо, ваши клиники, насколько примерно, если можно говорить, там, вот 5 лет назад и сегодня? Ну, если 5 лет назад, то это, может быть, было около 25-30%. Сейчас постепенно этот показатель растет, но торможение происходит в связи с продолжающимся экономическим кризисом, который нагнетается. Соответственно, сейчас рост будет заторможен. Хорошо, спасибо. Ильяс Рафаэлович, как у вас? Ну, вы тоже одни из старейших игроков на рынке. Во-первых, не совсем готов согласиться с моим коллегой, что это лишь 20 лет. Я сам предприниматель уже 35 лет в этом бизнесе, именно в частном бизнесе. И, конечно, вначале пациенты вообще не понимали, зачем они должны идти в частную клинику, когда есть все можно, в принципе, те самые услуги получить в бюджетных организациях. Но вся проблема в том, что действительно не все услуги, не все, качество услуг, сервис, не все бюджетные организации могут обеспечить в полной мере. Поэтому волей-неволей начинают искать лучше. Пациенты себя, в принципе, ценят, безусловно. Знают свою цену. Но как бы то ни было, качество жизни растет, да, и человек уже понимает, что ему нужно. Многие выезжали за границу, увидели вот эту более серьезную цивилизацию и, соответственно, требовали подобного подхода и здесь. Более того, пациенты становятся с каждым годом все более и более капризные, это все понятно, и не каждая клиника
может, скажем так, вот эти капризы услышать и действительно что-то сделать, чтобы действительно как-то удовлетворить пациента. Поэтому я считаю, что это процент удовлетворенности пациентов, насколько они сами выбрали это решение. Я думаю, что, кстати, бюджетные организации, надо дать должное, и видят этот разрыв, и тоже предпринимают целый ряд шаги по менеджменту и так далее. И я так вижу, что мы играем в какой-то степени в догонялки. Мы убегаем, они нас догоняют. По конкуренции мы еще поговорим. Да, спасибо. Да, вот Артур что уверенно можно сказать, то, что вот Ильяс Рафаилович подметил, то, что с каждым годом чувствительность к качеству услуг у потребителя растет. Соответственно, пациент становится все более капризным. Требовательным. И капризным. Да, требовательным. Но в связи с тем, что, так скажем, прошла ковидная волна, которая тоже накладывает отпечаток на нервную систему человека, вот таких вот требований и капризов стало больше. Какие интересные выводы. Александр Рустемович, а как вы прокомментировали результат этого вопроса? Ну, я считаю, что все равно в последние даже 10 лет, в которые мы работаем, все равно тенденция такая есть, что с каждым годом людей все больше становится. Да, рост идет, обращаются в частные медицинские центры. А в последний год-два, в связи с коронавирусной инфекцией, то в разы, так можно сказать, по крайней мере в нашем центре, большое количество обращений пациентов идет на диагностику. Это говорит о доверии? Я думаю, да, и о доверии. И люди сейчас более трепетно начинают в последние годы относиться к своему здоровью. И это тоже тренд. Да. О нем мы тоже поговорим. Яна Эдуардовна, ваше мнение? Я, в принципе, согласна с коллегами. Действительно, на сегодняшний день пациент может сам выбирать, куда ему пойти, то ли это будет государственное учреждение, то ли это частное. И действительно, конкуренция и между государственными и частными приводит к тому, что то, что выбирает пациент, то и является более лучшим для него. И это индексы доверия и его приверженности к тому или иному учреждению. Поэтому, конечно, я думаю, с каждым годом все равно количество пациентов в частных клиниках, оно все же значительно выросло. И в ковидный период оно действительно просто, можно сказать, даже зашкаливало. Да. Поэтому, вот так вот. В хороших условиях работают сегодня частные клиники. Дарья Владимировна, да, ваше мнение, ваш итог? Что касается нашей клиники, то за последний год количество пациентов значительно увеличилось. Мы лечим варикоз, а ковид способствовал у пациентов усугублению данного заболевания. Также ковид, многие знают, что было большое тромбообразование. Мы смотрим вены, смотрим тромбы, и благодаря... Наверное, коллеги сказали, что пациенты стали более капризные. Я, наверное, скажу так, они стали более грамотные, более умнее. Сейчас в мире очень много доступной информации в интернете, везде, и люди начинают в этом разбираться, начинают в этом понимать. И я считаю, это здорово, что пациент уже приходит с какой-то информацией, он уже приходит подготовленный, что-то он уже знает о своей болезни, да. И, несомненно, врачу тут уже легче с таким пациентом работать. Хорошо, спасибо. Спрос на платные услуги медицинские в России продолжает расти. Количество покупок в медицинских клиниках, больницах, лабораториях, медуслуг в целом за 2021 год, по данным Тинькофф Дата, для «Коммерсанта» они готовят исследование, выросло на 13% по сравнению с 2020 годом. То есть, действительно, рост был ощутимый. Сейчас от общих цифр таких перейдем к местной конкретике. Какие результаты, конкретно, если можно это выразить в цифрах, в движениях за эти последние 2-3 года произошли в ваших клиниках? Насколько вы изменились, насколько изменилась суть вашей работы, возможно, тренды какие-то внутренние появились за эти годы пандемии и, наверное, к сегодняшним реалиям ближе. Кто начнет? Основной тренд, наверное, в связи с возникновением новой коронавирусной инфекции, которая повлияла на осложнение у пациентов в различных направлениях. Пациенты, которые страдали какими-то заболеваниями в некоторой степени, ковидный, так скажем, синдром приводил к тому, что они обострялись. У кого-то сердечно-сосудистая система, у кого-то опорно-двигательный аппарат, у кого-то больше
лимфатической системы, лор заболевания обострялись. Соответственно, исходя из этого, уже пациент вынужден был обращаться в медучреждение. Ну, что вы предлагали, да, особенно вот в этот период? То, что в бюджетных учреждениях, как правило, они были все максимально заточены для того, чтобы бороться с ковидом. Жизнь, да, они не уже увеличивали количество коек, в некоторой степени в ущерб другим направлениям, потому что действительно это необходимо было. А что у вас произошло, Ленар Ринатович? Вот как перестроена была работа за эти 2-3 года? Либо какие-то направления дополнительно открыли, либо достаточно всего было для того, чтобы обеспечить запросы? Вся коммерческая медицина, в том числе мы, так скажем, с опаской подходили к этому периоду. И Роспотребнадзор тоже определенные требования выставлял с точки зрения безопасности. Естественно, пациентов с высокой температурой, с явными признаками заболевания мы не имели права принимать для общей безопасности коллектива в том числе. Соответственно, эти пациенты, они были вынуждены обращаться в бюджетное учреждение. А общая плановая медицина она была. Но что остается фактом, то что даже при возможном увеличении количества пациентов по каким-то из направлений, платежеспособность людей все-таки падает с каждым годом. Соответственно, если мы говорим о количестве пациентов, то надо понимать то, что каждый пациент, экономя средства собственные, не докупает, возможно, какие-то медицинские услуги, которые в конечном итоге могут отразиться да, совершенно верно. На здоровье. Поэтому в большей степени, наверное, вот и эта тенденция тормозит процесс увеличения рынка коммерческих медицинских услуг. То есть его расширение да. и спектр ассортимента. Совершенно верно. Яна Германовна, как у вас? У нас в клинике, вообще наша клиника представляет такой достаточно широкий спектр услуг, и в период ковида мы расширили, так скажем, лабораторную диагностику. Это было нашим основным направлением в период ковида. И, конечно, мы сделали акцент именно на нее. И также сделали, учитывая то, что, как я уже сказала, у нас был очень большой поток пациентов. И этот поток был в связи с тем, что государственные поликлиники, в принципе, не справлялись. И, конечно, мы должны были, по мере возможности, по тому, что были ограничения Роспотребнадзора и так далее, мы осуществляли также и прием пациентов терапевтического профиля, и узкого, кардиологического, потому что у людей далее. не было возможности попасть уже к узким специалистам государственных клиник, они были все в ковид-госпитале. Абсолютно верно, да. И сейчас вот мы постепенно как раз возвращаемся к нашей более такой работе привычной, да, когда востребованы узкие специалисты и та лабораторная диагностика, которой мы, в принципе, пользуемся ежедневно. Спасибо, мы сейчас прервемся на рекламу, потом продолжим, не переключайтесь. Продолжаем говорить о частной медицине и перспективах ее развития. Сейчас вопрос, наверное, Ильясу Рафаэловичу. Как вот вы 2-3 года пандемии выдержали? Тем более, что, в общем-то, все ваши пациенты... не прекращают люди рожать, да? Не прекращают люди заниматься собственным здоровьем. Как вы работали и какие результаты? Спасибо, Светлана. Вообще каждый год, наверное, работа любой частной клиники, это работа в условиях кризиса, в условиях, скажем, недостаточности ресурсов, в условиях неопределенности. Это очередной, будем считать, экзамен. Я бы не говорил, что это прям такой кризис, ах-вах и так далее. Хотя у нас были непростые времена, примерно 2,5 месяца у нас. Здесь 35% сотрудников выходило на работу в клинике, 65% соответственно сидело дома, безусловно. Но тем не менее, наверное, не все клиники могут похвастаться, но у нас окладная система оплаты труда не сдельная. И мы, тем не менее, вынесли всю эту нагрузку для и врачи, и средний медперсонал. Да, вот так. У нас это, скажем, хороший момент, который мы подчеркнули в бюджетных организациях. Мы считаем, это как элемент примера. Конечно, клиника полностью не приостанавливалась, потому что у нас есть такие направления, как ведение беременности. Мы не можем их остановить, эту беременность, не ковид, не ковид. Никак не сможем. Никак не сможем. И те, кто уже в процессе получения стимуляции, лечения беременности, лечения бесплодия, тоже, соответственно, не могли. Поэтому клиника не останавливалась, но приостановилась в некоторых направлениях обязательно. Что особенность у нас появилась? Мы и раньше практиковали дистанционное общение с пациентами.
Первый раз приезжают, обследуем, смотрим. А зачем второй, третий раз приезжать из Бугульмы, когда мы можем спокойно поговорить по телефону? И таким образом у нас, наверное, до 50-60% всех пациентов мы общались с ними именно онлайн, безусловно, уже в 2020 году. Но у нас уже были подготовлены предпосылки и отработаны эти моменты где-то уже в течение 5-6 лет. Благодаря этому, кстати, нам очень серьезно помогла компьютеризация. Единой базы данных и так далее. Давайте не будем все-таки забывать, что у нас не только Казань, у нас еще и такие филиалы, как в Набережных Челнах, в Ижевске, в Удмуртии и в Кирове. В Кировской области при этом приходится работать. В целом рост в 2020 году, уже после этого начался поток пациентов, безусловно. У нас 2021 год ознаменован ростом показателей по всем направлениям. Этот год у нас продолжают расти показатели. Единственное, в гинекологии в начале года немножко просела из-за омикрона. Но это, как бы, считается где-то 1,5-2 месяца. Потом она, в принципе, на сегодня выровнялась. Я считаю, сегодня лично клинику, в которой я возглавляю, можно характеризовать как стабильное финансовое положение. У нас нет кредитов, у нас нет аренды. Ну, вы были абсолютно подготовлены к новым мы всегда готовимся к любым кризисам, которые могут быть впереди. Это уже опыт, видимо, предпринимательской деятельности. У нас в Набережных Челнах, ну, наверное, надо сказать, что открыли новое направление, как литотрипсия, это дробление камней в почках, к примеру. Там открылась гинекологическая хирургия. Многие операции уже можем делать там, не обязательно приглашать в Казань. По Казани, ну, вот в декабре буквально 2021 года, буквально мы переехали полгода назад в новое здание. Многие знают, как ресторан «Танго», или еще раньше до перестройки это был детский мир на горках. Вот, теперь клиника там. Далее у нас пластическая хирургия появился, сайт обновился, где можно оплачивать. В принципе, все неплохо, мне кажется, по сравнению с другими, поэтому, и сколько я себя ловлю на мысли, во время кризиса нам всегда удается какие-то легче менять. Поступление персонала, легче вводить новые продукты, легче найти какое-то понимание с партнерами и так далее, и так далее. Хорошо, спасибо. Айрат Завдатович, как бы вы оценили эти 2-3 года? Ну, можно так сказать, нас бьют, а мы крепчаем. Так. Да. То есть, в чем стали крепче, хорошо? Ну, во всех отношениях. То есть любой кризис, особенно ковидные вот эти вот все дела, да, понятно, что это, ну, мне кажется, это всем понятно, что это искусственное все изобретение, да, искусственные процессы. Была проверка на вшивость, была проверка национальных правительств на выносливость, как выдержит экономика, как выдержит медицина в целом. И я считаю, что Татарстан, в принципе, да, очень хорошо справился. Очень хорошо по сравнению с другими субъектами Российской Федерации. Я хочу в целом говорить, не хочу там что-то там. Нет, ну, как мы, естественно, рост у всех есть, если просто не было, мы бы, наверное, лежали бы, да. Слава Богу, все ходим, все. Ну, просто себя вот, нормально чувствуем. Клиника да. Нуриевых тут вот открывает, развивает и так далее. Здесь новые направления появляются у Медела, у здоровья семьи. Да, что у вас то есть появилось? После ковидные осложнения, реабилитацию мы проводим, интегративная медицина у нас развита. Вот, поэтому, если нужно, можно обращаться именно по реабилитации постковидных синдромов. Хорошо, об этом, надеюсь, тоже успеем. Дарья Владимировна, что у вас? Как вы пережили? Вы уже немножко говорили, да, что как раз вашу клинику с осложнениями, с последствиями постковидной реабилитации. Да. Что еще? То есть как вот выдержали, какой рост? Клиника варикоза нет, это федеральная сеть клиник, нас в России более 50. И могу сказать, что клиники выдержали пандемию хорошо, поток пациентов увеличился, ежемесячно у нас более 1000 пациентов, да. 500 из них это уже с показаниями к лечению, как варикоз, как сосудистые звездочки и сама лазерная операция варикоза. Что я тут еще могу добавить? Расширение, новые направления были открыты? Да, клиников расширялись. Вот, допустим, за последний год по России открылось еще 10 клиник. Да. И ковид является осложнением варикоза. Также многие знают, что ковид является осложнением тромбоза. Тромбы в основном, большая его часть образуются в ногах.
да, как раз-таки вот в этих варикозных венах. И люди приходили с такими жалобами. Допустим, если чуть-чуть болел, тут уже сильно начал болеть. Если чуть-чуть оттекало, то нога еще сильнее оттекала. Вот какие возможности все-таки дает частная медицина, когда государственная перегружена, мы понимаем, что у нас есть возможность продолжить получать услуги у узких специалистов в частных клиниках и, в общем-то, сохранить здоровье, потому что там вмешиваться нужно было немедленно. Александр Рустамович, вот у вас эти 2-3 года. Ну, Как? наш центр в 2012 году, когда открывался, он открывался как бы только МРТ-диагностика у нас была. Вот. И вот эта пандемия, она подтолкнула нас на развитие, так будем говорить. То есть мы привлекли врачей, открыли направление неврологии, травматологии, там, кардиологии. При помощи господдержки мы закупили 2 УЗИ аппарата экспертного класса. То есть здесь начали тоже работать в этом направлении, заключили договора с лабораториями. И, в принципе, также мы вошли в систему ОМС, чтобы наши услуги более были доступны, так как МРТ-диагностика не дешевый метод обследования. Так, в общем, в принципе, пока все неплохо, и пандемию пережили, и поток был достаточно большой. Видимо, за счет того, что и боязнь была в госбольнице ходить на диагностику конкретно. И, ну и не попасть было. Да, и не попасть было. И вот поэтому, в принципе, все у нас неплохо. Хорошо, спасибо. Вот еще такой вот буквально короткий вопрос. Какие все-таки сегодня, вот 2022 год на дворе, пандемия вроде бы ушла, есть ли какие-то тренды на новых, на каких медицинских специалистов, на какие сферы услуг вот вы наблюдаете такой серьезный рост? Какие услуги медицинские? На психиатров. На психиатров. Так, почему? С чем вы это связываете? Потому что реально люди, когда сидели взаперти, когда носили повлияло? маски, естественно, на людей, на психику очень сильно это повлияло. И у людей реально произошли сдвиги по психике. Мне кажется, психиатрия, психология, это сейчас просто востребовано. И нужно открывать клиники. Психиатрические, психологические центры, да. Да, здесь, наверное, даже в большей степени ковид повлиял с тем, что есть постковидный синдром как таковой, который сопровождается депрессией у человека в большей или меньшей степени. Соответственно, ковид прежде всего влияет на нервную систему человека. И исходя из этого, как раз-таки коллеги тоже замечают вот это обострение. А в целом, вот в ваших клиниках, на какие специалисты такие вот в топе? Да, вот у нас как раз есть направление психотерапии, то, что было как раз особенно востребовано. И, к сожалению, сейчас вот это направление, оно, так скажем, востребовано. Но в первую очередь, наверное, процессы детоксикации организма, потому что в период заболевания у человека происходит замедление лимфатической системы, и таким образом происходит токсическое поражение организма, что за собой ведет и загущение крови, и обострение сердечно-сосудистых заболеваний. И как раз в этой связи необходимо вот все это почистить, ускорить и восстановить организм. И для этого как раз-таки многие учреждения, в том числе и мы, активно запустили направление реабилитации после ковида. Хорошо, спасибо, Илья Рафаэлович. А у вас? Мы, конечно, не будем открывать психиатрическое направление, это понятно. У нас профиль свой, мы должны делать маленьких детей. Да, конечно, мы тоже. Да. Но тем не менее, мы поняли, что действительно наши пациенты, да и сотрудники сейчас тоже нуждаются в такой психологической поддержке. Да? У нас, конечно, есть психологи, были до, соответственно, еще 3, 4, 5 лет назад, которые работали с персоналом и с пациентами. Но сейчас мы поставили себе, честно говоря, задачу именно и работаем успешно в коммуникации сотрудников с пациентами непосредственно, неважно какой уровень, регистратура, врач и так далее, на всех уровнях мы должны работать. То есть мы специалисты не выводим. Вы после ковида идете к психиатру? Нет, разумеется. Да? Я считаю, что каждый сотрудник клиники, начиная от санитарки, должны, в принципе, пройти определенную подготовку, как с каким пониманием подходить к пациенту. Пациенты сейчас действительно очень встревожены, это надо дать должное, все мы это видим, такая общая социальная напряженность как бы растет. И наша задача врачей, безусловно, создать условия для лучшего выздоровления, для этого мы должны просто с ними работать. Вообще первое, что мы должны делать, это лечить словом, это безусловно. Спасибо, Яна Эдуардовна. Какие специалисты у вас, вот топ? Как я уже сказала, у нас сейчас в топе, наверное, узкие специалисты. Это отоларингологи, кардиологи, невропатологи.
эндокринологи. Но вообще наша клиника основана на том, что мы хотим, чтобы пациент к нам пришел и весь, так скажем, круг остался у нас. То есть у нас открыт стационар, и если ему требуется стационарная помощь, а у нас 9 направлений в стационаре, он получает сначала амбулаторную помощь. Если этого недостаточно, мы можем ему предоставить стационарную помощь. То есть вот такой, весь комплекс услуг, который необходим пациенту, мы ему оказываем именно в нашем учреждении. Спасибо, Дарья Владимировна. У вас понятно, что узкая специализация, но при этом какие вы сами сейчас замечаете еще дополнительные тренды? Ну, как правильно сказал мой коллега, это ковид повлиял на то, что это загущение крови. Потом также правильно сказали, что люди сидели дома. А если малоподвижный образ жизни, если мы постоянно сидим, мало ходим, то добро пожаловать в варикоз. Да. Как бы сейчас смешно это не звучало, но так и есть. То, что основное развитие варикоза либо это генетическая предрасположенность, либо это малоподвижный образ жизни. Либо спровоцированное другими заболеваниями. Да, и так далее. Хорошо, спасибо. Мы сейчас прерываемся, извините, на новости Татарстана. Обязательно продолжим. Арсен Рустамович у нас должен высказаться по этой теме. Переключаемся и после новостей Татарстана снова в эфире. Добрый вечер. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. В студии Светлана Кадырова. Сегодня говорим о частной медицине и перспективах развития. Сейчас вопрос. Мы продолжаем обсуждать, какие медицинские специалисты в топе и какие сферы, наверное, наиболее востребованы сегодня. Клиника «Эксперт Плюс», лечебно-диагностический центр. Вот что у вас, Арсен Рустамович? Ну, после перенесенного ковида, как мы знаем, поражаются достаточно много органов, конкретных нету. Вот. Я думаю, что на первый план вот во время эпидемии все-таки вышла специальность терапевт, потому что такая немножко недооцененная специальность, но она вышла прям, то есть на нее и очереди были, и мы начали привлекать не одного, а двоих, троих специалистов для того, чтобы как бы спрос тому, что был на них. Ну и также неврологи и все остальные специальности. Все такое интересное, что у всех, в общем-то, одни тренды, да? Здесь один ответ, то, что в связи с пандемией все силы бюджетных учреждений были брошены на защиту, так скажем, населения от этой проблемы. И поэтому вы выполняли другую задачу, не менее важную? Закрыты отделения сосудистые, неврологические отделения были закрыты просто. И пациенты, естественно, могли только обратиться в коммерческие учреждения в связи с этим. Хорошо, вот закрыли тему пандемии, да, и переходим к новой экономической реальности, в которой мы оказались с конца февраля. Что происходит сегодня? Насколько существуют проблемы с оборудованием, реактивами, препаратами, либо как выстроены теперь новые логистические цепочки, вышли на новый рынок, как успели перестроиться, чтобы и сохранить коллективы, и сохранить пациентов, и сохранить качественную медицинскую помощь? Да. Да, ситуация вот повторяется один в один примерно как в 2014 году. То есть в 2014 году доллар вырос в 2 раза, сразу выросли все медикаменты, все расходники в 2 раза. Вынуждены были всем поднимать зарплаты, потому что уровень жизни вырос, цены выросли везде, и, соответственно, уже на прежних зарплатах уже люди отказываются работать. Поэтому и в 2014 году была такая же проблема, то есть препараты выросли в цене в 2 раза, зарплаты поднимать нужно, а цены поднять, наоборот, нельзя. Вот это у нас уже ножницы, да, то есть если вот эти идут проблемы, то есть ты не знаешь, что делать. И работаешь ради энтузиазма, и работаешь ради работы, ради сохранения того, что ты уже создал, чтобы это спасти. Но потом вот этот период проходит такой кризисности, и все-таки все встает на свои рельсы потом. Потому что люди начинают привыкать к новым ценам, к новому уровню жизни, подтягиваются, уже так сильно не ворчат, что почему так дорого или почему так недоступно. Конечно, если многие материалы, например, исчезли с рынка или там сильно подорожали, какой-то период времени этот материал исчезает. И надо людям уже адаптироваться, нам, во-первых, надо, и людям как-то это доносить.
Но и сейчас это все уже устаканилось, после того, как вот после начала специальной военной операции, когда вот этот ажиотаж был, паника была у всех, да, то есть, ну, в первую очередь нельзя никогда впадаться в панику. Вот это первый урок, который мы должны все извлечь и с 2014 года, и сейчас 2022 года, что никогда не надо поддаваться ни на какую панику. Вот если мы паникеры, вот в этом будет наша главная ошибка, да? Главная ошибка, да. Надо спокойно переносить, тем более опыт есть, чтобы переносить подобные ситуации. Хорошо, спасибо. Ильяс Рафаэлович, насколько я понимаю, у вас произошли изменения определенные, да, в связи с экономической ситуацией. Как вы перестроили свою работу? Ну, вы не поверите, мы все делаем наоборот, не как все. Для начала мы в этом году подняли зарплату персоналу. Вот так. Понимаю, что сотрудники как-то должны выживать, это даже небольшая надбавка, она для них будет существенной. Поэтому как бы надежность клиники в глазах сотрудников уже передалась в то, что они начали работать именно с позиции надежности и для пациентов. Клиника стала более управляемой. То, что сейчас случилось, это, прежде всего, экзамен для логистов, безусловно, для финансистов. Нужно перераспределение финансовых и прочих товарных средств переводить достаточно быстро, оперативно. Мы, например, взяли достаточно большую сумму денег, успели купить по старым ценам препарат, который необходим для лечения бесплодия. Соответственно, тут же предложили пациентам оплатить сегодня по старым ценам и таким образом обеспечили себе на несколько месяцев вперед, скажем, уже работу, безусловно. Деньги, которые они заплатили, сразу запускаем дальше в оборот. Таким образом, вот благодаря этим ситуациям обеспечили надежность, гарантированность и, главное, безостановочную работу клиники. А с препаратами? С препаратами, конечно, наверное, как у всех. Есть препараты, как реактивы для стимуляции, которые из Америки морем доставляются в Амстердам, через Москву, раньше в Казань самолетом. Теперь все это логистика удлиняется, безусловно, удорожание. Тем не менее. А у вас срок годности? А у нас срок годности, и он очень маленький, безусловно, в таких рамках. Поэтому за счет круглосуточного мониторирования логистами, за счет того, что мы находим новые антикризисные пакеты предоставления услуг. Например, 50-60% стоимости ЭКО – стоимость препаратов. Но мы можем, изменив немножко технологию, увеличив длительность прихода пациентов, мониторинг на УЗИ, больше мы встречаемся с пациентом, зато минимизируем стоимость препаратов. В результате получаем тот же эффект с меньшими деньгами, но за больше труда, скажем, трудоемкости наших сотрудников. Но эта трудоемкость как бы нивелируется, мы все-таки используем японскую систему менеджмента бережливого производства и так далее, который помогает минимизировать эти затраты и минимизировать вот эти лишние простои, лишние телодвижения и так далее. Поэтому, в принципе, структура То есть за все эти месяцы фактически вы сохранили и коллектив, и пациентов, все идет по плану. Совершенно верно. Сокращений у нас нет, ожидается даже дальнейшее развитие инвестиционных проектов наших, и персонал, который даже будет высвобождаться за счет оптимизации, ни в коем случае не будет подлежать сокращению, а он будет дальше использоваться в других немножко направлениях. Кстати, я хотел бы добавить после ковида, прошу прощения, но после ковида это отрицательные эмоции для населения, они нуждаются в положительном, поэтому такие направления, как пластическая хирургия, косметология, начинают немножко, люди хотят для себя получить хоть дополнительные эмоции. Могут не покупать что-то такое серьезное, но для себя обязательно. Это вот этот тренд надо учитывать. Наблюдается, да? Спасибо. Хорошо. Дарья Владимировна, что у вас с импортозамещением? Я понимаю, там здесь в клинике 60% из-за рубежа, остальное наше. А у вас? Все препараты у нас европейские, это Германия. К сожалению, в России еще нет таких разработок, чтобы выпускать препараты, которые лечат варикоз и сосудистые звездочки. Так как на рынке медицинских услуг у нас более 50 клиник, поэтому у нас есть договорные отношения. Цены мы держим, нам удалось сохранить цены. Поэтому сейчас самое время лечиться. Что будет осенью, никто не знает, прогнозировать могут все, но вот не откладывать на потом. То есть вы заключили все контракты, все были исполнены вовремя по старым ценам, да? Да. Хорошо, спасибо. Владимир Иванович, что у вас? У нас, так как клиника Медел – это многопрофильное учреждение, очень много ситуаций было, где необходимо было импортозамещение.
Но, к сожалению, например, по лабораторной диагностике мы расширили до максимума спектр лабораторных исследований, которые наше учреждение проводит. Мы добавили еще диагностику по 3-4 группе патогенности, как раз ковид. Мы столкнулись, когда оснащались оборудованием, с проблемой поставки ПЦР-боксов, ламинарных боксов для проведения диагностики. В тот период как раз ожесточились требования. Уже вместо, например, одного нужно было 2 или 3 таких бокса, а их нужно было ждать минимум 6, а то и 8 месяцев, потому что импортные уже сложно поставлялись, а российские были в очереди, белорусские в том числе. Поэтому, ну и плюс то, что также направление лечения варикоза, например, да, препарат Февравейн, который является склерозантом и вводится при сосудистых звездочках. Он тоже ушел из города просто вообще, и он стал дефицитным. Соответственно, не знаю, что применяют коллеги. Не знаю, коллега говорит, есть, говорит. Да, возможно. У них, говорит, есть. Я так этот понимаю. препарат, на сегодняшний день мы его успешно применяем. Сейчас он появился наверняка. У нас он в достаточном количестве. Я не знаю, какая у вас информация, но у нас этого препарата достаточно. Нет, пациенты возможно, приходят, мы их лечим. Закупка была, может быть, ранее. Я имею в виду, что сейчас происходит. Если вот сейчас посмотреть в справке по поставщикам, а как вы сейчас, его нет. да, как разруливаете ситуацию? Как достаете то, что надо? На какие рынки вы ходите? Стараемся старые запасы, которые есть, возможно, у кого-то из коллег или у поставщиков, их использовать. Но в целом это вот по одному ряду только, да, и вообще в лабораторных, например, исследованиях 95% всех реагентов тоже являются импортными. Соответственно, здесь тоже очень сложно заместить. Даже, например, какие-то тесты, которые иногда выставляют как российские, в реальности они производятся в Китае. Их потом поставляют сюда, здесь сертифицируют, соответственно, и в некоторых случаях как российские они выходят. Но при этом, то есть, возможно найти, пусть китайские аналоги и так далее, что-то есть, да? Так да, понимаю? верно, верно. И поэтому вот мы старались, понимая вот этот возможный дефицит, полностью постарались модернизировать направление УЗИ-диагностики. Мы закупили дополнительный аппарат и дополнительно закупили эндоскопическую стойку многофункциональную. Вот с ней тоже некоторые были сложности по поставкам. Поэтому тяжело сказать, что может быть потом, если определенные запасы на складах поставщиков могут притормозиться. Например, я знаю, что некоторые коллеги, которые эндоскопические стойки везли из Голландии, у них там проблемы возникли. Они не получили оборудование, в результате договор был не выполнен. Хорошо, спасибо. Мы прервемся на рекламу, буквально несколько секунд, потом продолжим. Продолжаем обсуждать частную медицину. Вопрос Яне Эдуардовне, главный врач клиники здоровья семьи. Как вы в новых экономических реалиях, как клиника сегодня справляется, наверное, с вызовами времени? Это имеется в виду поставка оборудования, реактивов, реагентов, все, что связано. Что касается оборудования, вот все такое, так скажем, оборудование по типу эндоскопических стоек, аппаратов УЗИ, такой дорогостоящий, он у нас, конечно, был закуплен, и у нас все клиники оснащены этим оборудованием, то есть мы на сегодняшний день с этим не столкнулись. Что касается реактивов, у нас также есть определенный запас, но пока мы работаем без, так скажем, без проблем. То есть в целом оказались, запасы были готовы, да, Арсен Рустамович, а у вас? У нас, что касается оборудования, оно достаточно новое, то есть недавно было приобретено, то есть поэтому мы с оборудованием проблем пока у нас не возникает. Посмотрим, что будет дальше. А по расходникам, ну, да, в феврале, в марте все это взлетело, стало стоить больших денег. Но, как видим, вроде бы сейчас ситуация более-менее стабилизируется, и цены не вернулись. Выравниваются, да. Вот, я думаю, что, может, они вернутся до... Очень позитивно все это было. Несмотря, мы сейчас обсудили какие-то технические, технологические проблемы, сложности, но все-таки, мне кажется, лицо и главное, наверное, достояние любой частной клиники, конечно, врачи. И я понимаю, какая сегодня в стране вообще в целом кадровый дефицит определенно стоит со специалистами во многих областях, да, и столкнулись с этим и сейчас, и IT, и так далее, и так далее. Как вы сохраняете сегодня свои коллективы, чем
И кем, наверное, вы можете... Кто так форвард, кто ведет вас вперед в этой ситуации? И как сохраняете этот коллектив? Вот у вас, кстати, вот не проговорили вы совсем. Вот Мадин Клиник, халяль стайл индустрии, да, у вас открыто для таких пациентов. По врачам, слава богу, у нас текучка нулевая текучка, и у нас те, кто к нам приходит, они у нас остаются до пенсии и даже после пенсии. Вот. Врача же можно удержать, если ты ему предоставляешь комфортные условия для работы, если в коллективе здоровая атмосфера, нету какого-то там такого, чтобы друг на друга натравливать, там, хотя европейские системы менеджмента, они именно основаны на том, что да, в коллективе надо друг с другом всех ссорить, чтобы друг на друга все стучали. Вот. Это европейский, да. У нас вот, ну, мы по мусульманскому сразу скажу, вот работаем. То есть мы, наоборот, у нас должна быть атмосфера взаимного доверия, не хозяин, работник, а как партнера, то есть коллеги, да? Да, если мы сейчас говорим просто о халяль-медицине, да, в этой ситуации, халяль-стайл индустрии. Да, каким образом ваши врачи выстраивают диалог с пациентом, какие пациенты могут прийти к вашим врачам? То есть насколько соблюдается вот этот стиль? Ну, вот почему вот статистика вот сейчас, да, вот и вы сказали, я смотрю уже, телезрители уже статистику, почему не доверяют многие частным медицинским центрам. Частные медцентры тоже виноваты. Есть такое, что загибают цену, навязывают дорогостоящие методы диагностики и лечения и пытаются навязать то, что пациенту вообще не нужно. И пациенты, они не дураки, они все это чувствуют, они все это видят. Ну, есть, конечно, которые чересчур наивные и так далее. Но частные клиники, частного характера врачи, некоторых директора прям специально настраивают, вы должны делать вот так, вот так, вот так. Вы должны развести до последнего, ну вот выжать как лимон, до последнего высосать из пациента все, что у него есть. Нет, пусть кредит берет. Многие так говорят, да, своим врачам. То есть мы, наоборот, вот смотрите, раньше, когда выпускали в советское время врачей, хотя бы давали клятву Гиппократа, да? Сейчас никто уже никакую клятву не дает, и совести у молодых, особенно врачей, практически нет. Вот их надо заново воспитывать, то есть прививать им какую-то этику, прививать им деонтологию, да? Я не знаю, в медуниверситете остался этот предмет деонтологии или нет, но мне кажется, что это уже как-то там так факультативно все проходит, потому что вот у молодежи сейчас лишь бы навариться, лишь бы деньги содрать и так далее. У нас советская школа другая. Да? Во-вторых, мы, как мусульмане, мы боимся Всевышнего. То есть не только в личной жизни, мы должны бояться и во время своей практики врачебной. Потому что за это мы тоже будем спрошены. Вот это надо понимать. И тогда у нас между врачами, между клиниками и между пациентом будет складываться позитивный диалог, а не то, что вот потребительский экстремизм со стороны пациента. Это же обусловлено тоже, с одной стороны, иногда вот злостным отношением врача к пациенту, обманом. Пациент верит врачу, доверяет врачу, а врач наглым образом его обманывает. Вот это, да, вот это надо убирать из своих центров, и надо этому, своих врачей учить этому, чтобы, а многие учат наоборот. Вот, наверное, 80% это европейский менеджмент, именно ободрать. Пускай кредит берет. Вот рядом как раз специалист по кредиту сидит. Возьмите у них кредит. Сейчас вот выслушаем. Вот да, спасибо, Ленар Ринатович. Как у вас выстроено? Какие врачи? Насколько существует вообще кадровый дефицит? Где берете? Как удерживаете? Не то, что удерживаете, как вообще находите? Где да, у нас основной костяк врачей уже работает долгое время. Мы ежегодно отмечаем новых сотрудников, которые работают уже по 12, 13, 14 лет в нашем коллективе. Поэтому текучки, как правило, у нас нет. Есть просто врачи, которые в некоторых случаях могут не задерживаться в коллективе по причине того, что нас не устраивает, и пациента не устраивает, возможно, некоторые моменты доктора, да, особенностей, так скажем, природных особенностей доктора. Действительно, вот как коллега заметил, есть и определенный костяк врачей, которые ну, не совсем добросовестно относятся к своей работе. Мы стараемся таких фильтровать еще на стадии
подбора персонала, потому что мы жестко к этому подходим. У нас коллектив просто не воспринимает этого доктора, так скажем. Мы уже говорим, что в клинике Медел определенный дух есть, который не пускает просто каких-то недобросовестных людей в целом, не только врачей, может быть, и медсестер, и санитарок. Поэтому в этом отношении как-то проще. Но то, что есть дефицит кадров, это да. Дефицит растет с каждым годом. Но не только это. В целом, наверное, руководитель любой отрасли замечает то, что в последнее время люди становятся более вялыми, более апатичными, которые не хотят работать больше. Есть врачи, например, которые работали на 2-3 работах, а сейчас говорят, что нет, я устал, я хочу работать пока в одном месте, все, или там все, меня все устраивает, я не хочу перетруждаться и так и далее. По причине того, что, на мой взгляд, это 2 проблемы. Это продовольственная безопасность. У нас, к сожалению, требует более высокого уровня то, что в пище применяются различные добавки, в том числе и канцерогены класса А в виде пальмового масла, да, растительных гидрогенизированных жиров. И плюс к этому, кто бы что бы ни говорил, но уже ученые доказали тот факт того, что определенные радиоволновые воздействия, так называемое 5G, которое сейчас происходит, да, которые вышки стоят вокруг жилых домов, массивов, они тоже оказывают воздействие. Вот все вкупе это. В общем, интересно вообще, врачи, оказывается, делают такие и диагнозы, и кадровые проблемы. Первый раз просто как-то слышу и определяю, тоже интересный взгляд. Арсен Рустемович, что у вас с кадрами? У нас с кадрами пока, в принципе, все очень даже неплохо. Могу похвастаться, что за 10 лет, наверное, у нас в принципе 80% костяк как бы сохранился. Ну, кадровый голод, он все равно есть. И когда выбираем, даже мы, врачей, чтобы они у нас работали, выбираем как бы тоже как бы по знакомству, по друзьям, чтобы этот врач подходил и клинике, по духу. Вот, потому что у нас в коллективе небольшая клиника, и хочется, чтобы атмосфера была такая, как бы, ну, по-семейному, по-домашнему, чтобы было. Спасибо. Илья Рафаэлович, как у вас с кадрами? Я не совсем, конечно, могу согласиться с своими коллегами, когда говорят, что молодые врачи заведомо настроены только на заработки. Конечно, деньги – это важная вещь. Но в любой клинике, в частной, например, 40-50% составляет фонд оплаты труда от выручки. То есть мы уже говорим о том, что действительно это важно. Но молодежь, мы, кстати, стараемся молодежь брать. Практически студенческие скамьи, после ординатуры, разумеется, когда они попадают под серьезное наставничество наших опытных врачей. Вот. У нас практически маленький такой свой учебный центр. Готовка, да? Не просто именно молодые, которые только приходят в клинику. У нас постоянно идет в клинике, во всех клиниках нашей группы, постоянно идет обучение. Постоянно что-то новое. Сотрудники просто уже понимают, что это просто необходимость. И отчасти зарплата будет привязана к тому, насколько он успевает освоить новую информацию. Выражать не только детей, но и специалистов, да? Безусловно. То есть переналадка персонала для нас это не просто пустой звук. Ну и вот видите, действительно зарплату они должны получать достойную. Почему они должны все-таки работать в клинике? Требования у нас завышенные. У нас есть текучка. Иногда даже по инициативе руководства, потому что сотрудник не всегда успевает выполнять те требования, которые у него получаются, те требования, которые мы ему ставим. Да, мы ставим некоторые завышенные требования. Увы, это требования времени. Постоянно все меняется, рынок меняется, конкуренция и прочее, прочее. Сейчас в условиях, тем более, последних событий с логистикой и так далее. Мы пытаемся поднять производительность труда. Конечно, часть сотрудников у нас уходит и в декретную. Например, 16-18% всех сотрудников из года в год примерно декретный отпуск. Декретный? Да, это приятно, вы знаете, это все правильно. Нет лучшей рекламы. Да, ну, конечно, стабильность, конечно, условия, говорю, повторяю, бережливость, попадают в такие условия, где коммуникации, умение работать с компьютером в электронных программах, постоянно использовать доказатели медицины. Это сложно немножко для любого сотрудника. Более того, у нас идет перекладывание большей части работы от врача к медсестрам. Мы их называем уже ассистентами врачей. Есть вещи, которые стараемся, даже на самих пациентов
пациентов, как информаты. То есть эта система такая. Я считаю, что персонал – это реализаторы наших идей. Конечно, конечно, абсолютно Конечно. согласна. Да, Яна Эдуардовна, как у вас? Ну, вообще, наверное, не секрет, врач – это основное лицо в любом медучреждении. И изначально, когда наша клиника открывалась, вот 20 лет в этом году нам, и она открывалась на тех основах, которых мы придерживаемся сегодня. То есть мы старались привлечь профессорско-преподавательский состав. И у нас мы можем гордиться на сегодняшний день, наверное, столько профессоров, докторов медицинских наук, кандидатов не работают ни в одной клинике. Плюс у нас в нашей сети на сегодняшний день база кафедры, то есть там, где мы проводим обучение для будущих врачей, для гинекологов, для отоларингологов. То есть у нас профессорско-преподавательский состав двух самых больших кафедр нашего Казанской медакадемии, мединститута. Поэтому, в принципе, мы, конечно, гордимся вот этим основным звеном, основным костяком, так скажем, нашей клиники. И это, я считаю, наверное, несколько неудобно, но, так сказать, один из элементов, так скажем, успешности, что ли. Успешного развития. Да, успешного развития нашей клиники. Да. Врачи – это основное. Дарья Владимировна, у вас как с кадрами? Узкие специалисты абсолютно. Да, у нас узкие специалисты, это флебологи, все у меня специалисты, они хирурги с большим опытом работы. К нам едут врачи из других регионов, из других городов. Не все коллеги могут похвастаться, мы своих врачей обеспечиваем жильем на первое время, да. И зарплата у нас действительно хорошая, если врач изъявляет желание приехать с другого города, с другого региона, перевести всю свою семью и работать у нас. Есть также учебные центры, так как клиник много по всей России, есть учебные центры, есть возможность хирургам ездить в другие города, обучаться, взаимодействовать с другими своими коллегами. Буквально недавно, в конце мая, был съезд флебологов у нас тут в Казани, и, можно сказать, практически вся сеть клиник варикоза нет приезжала в Казань. Спасибо. В завершении, почти меньше 3 минут остается. Итоги зрительского голосования. Как часто вы обращаетесь в частные клиники? Да, часто, так ответили 39%. Нет, это дорого, 36%. И 23% доверяю государственной медицине. Чуть-чуть, чуть-чуть разница есть с интернет-аудиторией. В завершении буквально несколько слов о том, почему пациент должен прийти в вашу клинику. Начнем. Давайте с правой стороны начнем. Айрат Заудатович, почему? Нет, я, например, коротко только, пожалуйста, очень. Хочу вот немножко телезрителям, то есть вот этот миф о том, что частная клиника – это дорого, а вот государственная – это недорого. Многие государственные клиники, они навязывают своим пациентам дорогостоящие медицинские услуги частного характера. То есть они практически проводят только первичный осмотр, а потом уже говорят, вот сейчас пройдите после обеда в этот кабинет, вас там будут лечить. А цены дороже, чем в частных клиниках. И вот это миф. Да, его надо развеивать. Хорошо, очень коротко, уважаемый гость Ильяс Рафаэлович. Почему вашу? Потому что вопрос гарантированного результата и безопасности. 8 тысяч детей родилось за время существования клиники в Нуриевых. Дарья Владимировна, почему к вам? Весь прием ведет хирург. Хирург делает первичный прием, встречает пациента, беседует с пациентом. Тот же самый хирург, он проводит вам УЗИ. Если в других местах это делает УЗИст, который смотрит все тело, тут целенаправленно сам хирург делает УЗИ, он и дальше ведет вас по лечению. Можно сказать, весь комплекс лечения под ключ. Как вы встретили этого врача, он вас до конца и будет вести. Хорошо, Леонард Ринатович. Мы стараемся, клиника Медел старается специализироваться на уникальных подходах в лечении. Постоянно держим на пульсе времени, так скажем, изучаем разные технологии по всему миру. И поэтому, я думаю, пациенты могут быть уверены в том, что это самое новое, что может быть. Хорошо, Яна Эдуардовна. Также качественной медицинской помощи от этапов диагностики до успешного лечения. Спасибо, Арсен Рустемович. Какой итог? Потому что, наверное, у нас индивидуальный подход к каждому клиенту. То есть, поэтому... Вот. В общем, зрители сегодня услышали, наверное, очень много представителей частных клиник, которые на рынке уже достаточно давно, это и сети, и федеральные сети. Я надеюсь, что мы ответили максимально на ваши вопросы, которые вас, возможно, волновали. Я благодарю всех гостей, экспертов. С вами было очень интересно. Были интересные подходы, новые форматы в бизнесе. Успешного развития вам всем, качественной медицинской помощи и хороших специалистов. Всего доброго, до свидания.